связи с участившимися случаями преступлений, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на территории Республики Саха-Якутия и в целях профилактики данного вида преступлений, необходимо продолжать говорить о методах защиты и профилактики. С каждым годом статистика объема причиненного ущерба, к сожалению, только растет. В 2021 году 280 миллионов рублей отдали якутяне мошенникам. В 2022 году 540 миллионов рублей. А в 2023 году эта цифра выросла до 946 миллионов рублей. Так, за 3 года якутяне перечислили мошенникам почти 2 миллиарда рублей. Это 1 миллиард 800 миллионов рублей в целом. Знания о том, как противостоять мошенничеству, помогут в нужную минуту принять правильное решение. Злоумышленники специально оказывают психологическое воздействие на человека таким образом, чтобы он раскрыл личные или банковские данные, перевел им деньги или даже взял кредит для последующей передачи средств в чужие руки. Мошенники могут звонить жертве, в том числе используя технологию подмены телефонных номеров, направлять электронные письма на электронные почты и сообщения со ссылкой на поддельные, в основном фишинговые сайты как финансовых организаций, так и других государственных компаний и маркетплейсов. Они пытаются вывести человека из спокойного состояния и отключить у него логическое мышление, критическое мышление, запугивая, торопя, оказывая давление на жертву или, напротив, стараясь заинтересовать и обрадовать внезапной выгодой. Схемы мошенников часто выглядят очень правдоподобно, так как они используют самые обсуждаемые новости или события. Такое психологическое воздействие представляет собой методы социальной инженерии. О том, как противостоять мошенникам, мы и поговорим сегодня в нашем новом выпуске передачи про деньги. Сегодня у нас в гостях Попов Анатолий Юрьевич, старший оперуполномоченный 2-го отдела управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте, Анатолий Юрьевич. Здравствуйте. Да, и первый вопрос. Кто чаще всего становится жертвой мошенников? Ну, как показывает статистика, основной возрастная категория, да, которая подвергается противоправным действиям мошенников, это у нас возрастная категория от 30 до 49 лет. То есть это рабочий класс, то есть это люди, которые имеют постоянный доход. Самый лучший способ – это не продолжать с ними разговор. То есть если речь зайдет про финансы, да, лучше сразу прервать разговор. Потому что ни один сотрудник полиции, ни один сотрудник Центрального банка, ни сотрудник ФСБ, они не интересуются финансовыми вопросами человека. Вот. А если все-таки вы решили, да, проверить, кто вам звонил, там обычно бывает то, что мошенники звонят именно с использованием средств подмены номера. То есть может быть так, что там действительно высветится номер ФСБ, да, либо номер какого-то отдела полиции. И обычно люди проверяют через Google, кто им звонил, и потом перезванивают, либо ждут повторного звонка. Там создают фейковый аккаунт в социальных сетях, и от имени руководителя могут написать письмо о том, что с ними свяжутся сотрудники полиции, либо сотрудники ФСБ. И обычно там бывает такое сообщение о том, что они нашли тех людей, которые имеют причастность к мошенничеству, да, выводят на диалог. После этого сначала с ними связывается сотрудник ФСБ и сообщает им то, что они расследуют уголовное дело дистанционно, а уголовное дело дистанционно никогда не расследуется. То есть, если уголовное дело, да, человека, если будут допрашивать в качестве свидетеля, то за каждое сказанное слово человек должен подписывать документ. То есть он заверяет своей подписью свои показания. А для этого сотрудники полиции, они зовут этого свидетеля к себе в отдел.
То есть дистанционно, если даже человеку позвонили, ему сказали, что он является там, не знаю, свидетелем, да, или участником расследования уголовного дела, и если ему отправляют документы дистанционно, там, посредством мессенджеров, неважно, то сразу стоит уже напрячься, потому что такого не бывает. Да, такого не бывает. Всегда зовут в отдел полиции, и по телефону вот именно материалы уголовного дела никогда не обсуждаются. Мгм. Ну, вам виднее, потому что вы являетесь как раз действующим сотрудником, и вы как раз знаете, как эти все механизмы работают Да. в вашем ведомстве. И вот всегда возникает вопрос, неужели люди не сразу понимают, что они имеют дело с мошенниками? Вы вот в ходе своей работы, профессиональной деятельности общаетесь с жертвами мошенников. Что они говорят? Когда вот спрашиваем, да, какие действия они производили вот по указанию мошенников, они вот помнят первый звонок. После этого они уже находятся в состоянии эффекта, либо в стрессе, и не помнят, какие действия они совершали. То есть доходит до того, что они не помнят марку машины, да, которые вот заказывали мошенники, чтобы жертва поехала в банк, там оформила кредит и вот направила им на сторонние счета через банкомат. Вот. Говорят то, что вот у них помутнение разума было. Помутнение разума — это вот одно из таких самых... А Да. если, ну, смотрите, есть ли на вашей практике, когда вам удавалось вернуть деньги жертвам мошенников? Ну, на практике у нас такой случай есть, но очень мало. Но мы предлагаем вот жертвам мошенников пройти судебно-психиатрическую экспертизу на предмет нахождения невменяемости в момент общения с мошенниками. То есть, если судебно-психиатрическая экспертиза признает вас невменяемым в тот момент, то все действия, которые были вами совершены, то они признаются недействительными. То есть все переводы денежных средств и вот все договора, да, которые были заключены, они являются уже недействительными. И после этого уже наступает момент гражданско-правовых отношений. И если вы выиграете в суд, то вам вернут ваши средства. Ну, средства в основном кредитные вернут, да, те, Да. которые человек потратил, или какие средства? Ну, средства вот именно кредитные, то есть вот в момент, когда вы находились под воздействием мошенников, да, вот когда вы оформляете кредиты, вот те средства возвращаются и кредиты аннулируются. То есть на человека тогда уже получается все, вот он, и дальше уже финансовая организация взаимодействует с вами по поиску преступника, Да. да, напрямую. Ну, это, в принципе, один из таких моментов очень важных. И я думаю, что лишний раз стоит напомнить телезрителям, чтобы они не продолжали разговор, чтобы не доводить себя до такого состояния, до состояния аффекта, когда человек даже не может контролировать собственные действия. Да? Вот если, судя из вашего, из нашего разговора, то жертвы даже не помнят, как они передвигались по городу, с помощью каких транспортных средств и так далее. И почему мошенникам удается вот так воздействовать? Неужели это какой-то формат общения? Ну вот одно дело потерять деньги, а ведь есть те люди, которые пострадали, которые хотели заработать. Да, там есть вот такая схема, да, по лжеинвестированию. То есть человек натыкается на таргетинговую рекламу, которую вот распространяют в социальных сетях, да, или в каких-то развлекательных сайтах. Вот, и человек переходит по ссылке и там уже начинает инвестировать. Но инвестиции, которым он занимается, это уже на той стороне сайта уже сидят мошенники.
с ними связывается лжеброкер, да, и уговаривает человека вот, вкладывать деньги в какие-то акции. Мгм. Вот. И там получается то, что человек месяцами, а то и годами может вкладывать туда деньги. В итоге у нас получается очень огромный ущерб, нанесенный человеку. А есть ли статистика, вот каких жертв от мошенников больше все-таки? Тех, кто пострадали от лжеброкеров, или те, которые страдают от телефонных мошенников? Ну вот в прошлом году по статистике у нас страдали больше всего от схемы звонка сотрудника правоохранительных органов. А в этом году с начала года уже начинают страдать люди, которые инвестировали, Мгм. занимались инвестициями. Вот. И там бывает то, что они очень долгое время не понимают то, что они общаются с мошенниками, вкладывают деньги, и когда приходит время выводить средства, да, заработанные, там уже они понимают то, что они попали в руки мошенников. Назовите тогда контактные данные, куда подходить с такими заявлениями. Ну, с такими заявлениями можно подойти в отдел полиции, да, по месту проживания. И желательно делать это сразу. Мгм. Сразу не ожидают проходить 1 день, 2 дня. Да. Если вы хоть на час промедлите, то ваши денежные средства уже будут раскиданы дальше по другим счетам мошенников. Вот как раз мы подошли к такой интересной теме, да. Ведь есть такое, что когда человек сам называет коды из СМС, сам переводит деньги мошенникам, да, через банкомат, через мобильный банк и так далее, то банк, в принципе, имеет право ему не возвращать, и эти операции признаются законными, потому что человек делает их самостоятельно. Да. Потому что банк предупреждает же, что не называйте никому секретные коды и так далее, но человек все равно под воздействием как раз общения с мошенниками переводит это все, сообщает и так далее. Так вот, с этого года будет вестись база, даже ведется база, да, этих телефонных номеров, счетов банковских. И как она вам помогает в работе? И действительно ли каждому человеку, который имел общение с мошенниками, каким-то образом пересекался с такой информацией, сообщать вам номера телефонов? Будет ли это вам полезно в вашей работе? Да, такая информация, она для нас очень полезна, потому что в Центральном банке, да, с июля месяца 2024 года будет принят закон о заморозке денежных средств на 2 дня. То есть, если человек поймет за этот период то, что он стал жертвой мошенников, то он имеет право отозвать денежные средства, переведенные на какой-то счет, обратно. А если человек сам добровольно скажет то, что денежные средства он перевел на тот счет, да, и скажет то, что он подтверждает перевод этих денежных средств, то деньги уйдут мошенникам. И действительно появление такой базы нам поможет именно по возмещению ущерба жертвам мошенников. Ну и все равно же банковские счета открываются на кого-то, да, на физические лица. Да, денежные средства открываются на физические лица. То есть мошенники, они открывают счета на подставных лиц. То есть это могут быть студенты, да, за денежное вознаграждение, могут быть люди без определенного места жительства, да. То есть любой человек, который готов заработать легкие деньги, он может открыть банковский счет для мошенников. Но стоит понимать, да, то, что открытие таких счетов, он преследуется по закону. То есть от ответственности все равно ему да, не удастся. от ответственности, да, ему все равно не удастся скрыться.
Хорошо, и давайте дадим несколько простых советов нашим телезрителям, которые помогут им не стать жертвами мошенников. Ну, в наше время социальная инженерия очень сильно развита. Вот, в сети интернет утекает очень много персональных данных человека, потому что каждый из нас зарегистрирован в социальных сетях, выкладывает свои фотографии, выкладывает свои номера телефонов, вот, место жительства даже указывает. Вот все же мы, выходя на улицу, соблюдаем правила, да, негласные правила поведения вот, на улице. И такие же правила нужно соблюдать вот в сети интернет, потому что интернет это уже часть нашей жизни. И вот в интернете тоже нам нужно себя обезопасить, не выкладывать свои фотографии, не указывать свои номера телефонов своих родственников, место работы, да, место учебы. Вот. В социальных сетях нужно в настройках безопасности включить двухфакторную аутентификацию. Да. Раз в 2 месяца, хотя бы раз в 2 месяца менять пароль. Пароли от каждой страницы в социальной сети должны быть разные. Вот. И постоянно проверять связанные устройства. То есть, если вы там обнаружите, то нужно выходить и сразу поменять пароль. Плюс к этому не привязывайте банковские карты в онлайн-магазинах, не привязывайте банковские карты в платформах, точнее, в платформах, которые предоставляют услуги продаж фильмов, сериалов. Вот, потому что вот такие платформы уже взламывают. Есть уже практика, да, похищения денежных средств вот, с тех карт, которые были привязаны к этим платформам, которые предоставляют услуги онлайн-сериалов и онлайн-фильмов. Ну, потому что, да, человек же оставляет свой цифровой след, Да. и этот цифровой след, в принципе, вот для профессионалов не очень сложно и отследить. Было одно заявление такое. Ребенок играл в игру Roblox. И там мошенник попросил ребенка сфотографировать номер карты своих родителей и ему передать через игру. Вот. Они ищут любые способы, чтобы заработать. И если вы долго общаетесь с мошенниками, да, они записывают ваш разговор, с социальных сетей выгружают ваши голосовые сообщения. И таким образом они подбирают ваш голос и потом могут позвонить на стационарный телефон, либо на сотовый телефон пожилых людей и вот представиться, вот я ваша дочь, да, попала в ДТП. И после этого они вот заявляют, то, что на меня, я виновна, да, в совершении ДТП, на меня могут возбудить уголовное дело, вот поговорите с сотрудником полиции. Сотрудник полиции берет телефон, и там вот пожилым людям тоже говорят определенные действия совершить. То есть соберите документы, соберите одежду. И плюс к этому, если вы не хотите, чтобы возбудили уголовное дело, там необходимо положить в этот пакет определенную сумму денег, и к вам приедет курьер. И, конечно, пожилой человек, тем более он слышит по голосу, что это его ребенок, да? И он, конечно, начинает верить. Тем более не все знают, что такое нейросеть, не все знают, что с помощью цифровых технологий можно подделать даже лицо там, и так далее. То есть мы это все используем в развлекательных целях, да, и в целях рекламы, но вот, к сожалению, мошенники научились это использовать против граждан. Да. Ну, вот. И хотелось бы добавить, да, вот если с вами связывается по видеозвонку, то лучше не стоит поднимать, потому что вот сейчас у нас нововведение же есть, авторизация по биометрии. И вот мошенники, они сейчас делают скриншот человека и вот могут авторизоваться в онлайн-банк по биометрии.
либо производить оплату какую-то. Еще есть определенная категория вот преступников, которые вот именно ориентированы на детей. Вот детям не нужно указывать места, где они учатся, вот, не нужно указывать дату рождения, да, и плюс к этому не надо выкладывать вот именно свою реальную фотографию. И плюс к этому не надо писать свое реальное имя и фамилию. То есть если на той стороне преступник узнает, да, вот ваши персональные данные, то он может использовать их в своих целях. Ну, у ребенка в друзьях же там и родители, мама, папа могут быть, если у родителей есть аккаунты, ну, например, в той же социальной сети. И преступнику не составит труда определить, кто его родители, кто кому как привязан, ну и совершить уже преступление в сети, получается. Да, там они тоже анализируют, да, вот те данные, которые находятся в сети, в социальных сетях, анализируют, кто кому кем приходится, да, вот вычисляют даже коллег, руководителей, и вот, то есть у них как бы уже получается рычаг давления на жертву. Спасибо большое, Анатолий Юрьевич, что вы пришли к нам на эфир, в нашу передачу про деньги и рассказали на такую полезную тему, как защиты от мошенников и профилактика методов средств защиты от мошенников. Как не стать жертвой мошенников? Давайте я вам дам общие рекомендации. Первое. Не сообщайте никому и никогда паспортные данные и финансовые сведения, данные карты и данные владельца карты, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код, который приходит вам на телефон. Сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают такую информацию. Не публикуйте ее в социальных сетях, на форумах и на каких-либо сайтах в интернете. А также не храните данные карт и пин-коды на компьютере или в вашем смартфоне. Второе. Если с неизвестного номера вам звонит сотрудник Центробанка, правоохранительных органов, органов государственной власти или банка коммерческого, да, в котором у вас открыт счет, с сомнительным предложением, например, он сообщает вам о попытке оформления кредита или подозрительной операции от вашего имени, обещанием высокого дохода по вкладу, предложением перевести средства на специальный счет Центробанка и тому подобное. Или по телефону вас запугивают и требуют быстрых действий с финансами, обязательно положите трубку. Если подозреваете, что вам звонит мошенник, позвоните в банк по номеру телефона, который указан на обратной стороне вашей карты, или на сайте банка, в котором у вас открыт ваш банковский счет, или в контакт-центр ведомства, из которого вам звонит мошенник, ну, сотрудником которого он представляется. Да? И третье. Обязательно никогда не совершайте каких-либо действий по счету, если вам звонят из Центробанка с просьбой или требованием о переводе денег, в том числе на защищенный или специальный счет, безопасный счет и так далее, или с предложением об оформлении встречного кредита. Банк России не открывает счета и не работает с гражданами. Еще один, четвертый важный пункт. По возможности установите антивирус на все устройства и обновляйте его постоянно. Совершайте покупки в интернете только на проверенных сайтах. Заведите специальную карту для онлайн-покупок и пополняйте ее ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты. При совершении покупок обращайте внимание на наличие в строке браузера рядом с названием сайта значка безопасного соединения. Он выглядит в виде замочка. И никогда не вводите личные свои данные и данные банковских карт на сомнительных сайтах и не переходите по ссылкам из подозрительных писем, которые предлагают, например, пройти опрос, поучаствовать в каком-либо голосовании, получить какую-либо выгоду и тому подобное. Официальные сайты финансовых организаций в поисковых системах помечены цветным кружком с галочкой. Что делать, если вы стали жертвой финансового мошенничества? Здесь есть несколько шагов. Шаг первый. Немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка. Заблокировать ее можно через контакт-центр банка, телефон указан на обратной стороне вашей карты или в любом его отделении, когда вы в него обратитесь очно. Шаг второй. В течение суток
После получения сообщения о списании средств напишите заявление в отделение банка о несогласии с операцией. Также обратитесь с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции. Помните, если вы самостоятельно перевели деньги мошенникам или предоставили им банковские данные, то банк не обязан возвращать похищенную сумму. Про типичные мошеннические схемы подробнее можно посмотреть по ссылке на сайте Банка России, который вы видите сейчас на экране. На данный момент на территории республики преобладают следующие мошеннические схемы преступлений. Первое – продажа, покупка, обмен запчастей. Второе – продажа, покупка, обмен вещей на площадках Авито и Юла. Третье – инвестиции денежных средств. И четвертый вид – это родственник попал в беду. Пятый вид сообщения – это обращение от лица руководителя организации в мессенджер. Делитесь этой информацией с каждым, чтобы у мошенников не было шансов на обман. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.